Сегодня борьба с трафиком – одна из самых актуальных проблем, для решения которой мировое сообщество использует все доступные средства. Зачастую жертвами трафика становятся молодые люди и дети. Как всему этому противостоять? Мы постараемся дать ответ сегодня в нашей программе. Обсудим эту тему с нашими гостями. Аленой Козырь, заместителем начальника Главного управления здравоохранения Гагаузии, и Александрой Вылчу, психологом Института демократии в Камрате. Здравствуйте, уважаемые гости, добро пожаловать к нам на передачу. По теме торговли немного мы прояснили ситуацию, да? Давайте сейчас поговорим немного о насилии в семье. Мы чуть коснулись этой тематики, но более подробно немножко поговорим. Вот что мы называем под домашним насилием? Ну, давайте я скажу. Да. Домашнее насилие – это систематически повторяющийся акт физического, психологического, сексуального, экономического воздействия на близких людей, которые совершаются против их воли. Так. С целью обретения власти и контроля над ними. Причинами такого поведения зачастую обусловлены личностью и ее историей жизни. То есть родительская модель поведения. Либо отец бил маму, либо мама издевалась над отцом. Либо бывает, что оба родителя издевались над ребенком. Бывает, что отвержены в школе. Не такое бывает. Высокая тревожность и беспокойство, вызванное возможностью утраты этого доминирующей позиции. Бывает чрезмерное употребление спиртными напитками. Бывает, что высокий уровень стресса, вызванный экономической нестабильностью, либо бытовыми неурядицами. Много того. Это причины, по которому ведет такое поведение. Почему так ведется? А вот выражение вы сказали, кто-то бьет, значит любит. Это куда мы можем отнести? Это насилие? Чуть дальше, да, скажу, это физическое насилие. Это физическое насилие. Но это насилие, да? Да, конечно. Ну а почему такое выражение тогда мы говорим? Любит? У людей сложилось такое представление о домашнем насилии. Бьет, значит, любит. Они просто пытаются как-то оправдать обидчика. Так, вот. Потому что они сами любят и пытаются как-то оправдать его поведение, его поступки. Это физическое, конечно. Ваше мнение, Алена? Да? Я с Александрой в этом плане согласна. Немного менталитет наших людей. Я очень рада, что ломаются вот эти все рамки. И действительно, бьет, значит, любит. Я не считаю это правильным. Как мой супруг говорит, если мужчина поднял на женщину руку, он не мужчина. А женщина с женщиной жить не должна, как говорится. Вот поэтому я считаю, что почему бьет, значит, любит. Любит, значит, на руках носит. Любит, значит, помогает с детьми. То есть это выражение не совсем верное? Нет. Оно вообще неверно. А вот скажите, кто больше обращается к вам, допустим, женщины, мужчины, дети, подростки, кого больше, где больше применяется насилие? В основном женщины, больше женщины, конечно, да. Почему вы так думаете? Я не думаю, и к нам просто в наш центр больше обращаются женщины. Я хотела спросить как психолог, чтобы вы ответили. Почему женщины именно подвергаются? Почему именно женщины подвергаются? Да. Ну, потому что, как я говорила, что вот обидчики, у них такое поведение сложилось с детства. Они родительскую модель, которую они видят со стороны своих родителей, так и они повторяют модель. Повторяют, да. А женщины, они больше терпят. Вот как говорилось еще, бьет, значит, любит. Она терпит, она все это, пока вот это у нее, так скажем, не взорвется, да. И тогда они уже обращаются в наш центр. Много, конечно, насилия женщины подвергаются. Я могу сказать с нашей стороны, вы знаете, к нам обращаются женщины после того, как идет общая работа с полицией и с инспекторатом полиции и с центром ургентной помощи и с центром здоровья. Почему, скажу вам. На сегодняшний день, если ребенок, мы очень тесно сотрудничаем, я скажу почему. И кроме женщин еще очень много
пострадавших детей, и дети, все выявляется после того, как мы начинаем работу с детьми. Как это происходит? На сегодняшний день при тесном взаимоотношении оформляется карточка уведомления. При выявлении случая это можем выявить мы, наши сотрудники, тогда мы делаем нашу работу дальше, что уже не в нашей компетенции, мы обращаемся в суд, в прокуратуру, в инспекторат полиции, но очень много нам помогает в этом скорая помощь. Люди обращаются, все обращаются на сегодняшний день в скорую помощь. В свою очередь сотрудники скорой помощи оказывают первую медицинскую помощь, после чего забирают ребенка Они ставят в известность? Они ставят в известность. Это входит в их обязанность? В их обязанность входит, так скажем, при выявлении случая, они обращаются, они сразу говорят, ставят в известность полицию. А в свою очередь полиция нас, да. Это у нас при выявлении домашнего насилия, да, в первую очередь, если фельдшер, если врач скорой помощи, бригада, которая выехала по адресу, выявила, то они созваниваются, переадресовывают, либо забирают, изъимают жертву с семьи, и помещается она на курс, так скажем, реабилитации у нас в травматологию, либо в терапевтическое отделение, либо если это ребенок, то в отделение в детское отделение. Бывали случаи, когда ребенок помещен был в реанимационное отделение, где Виталий Иванович, Дмитрий, Евгения Владимировна оказывают помощь, которая необходимо оказать, так скажем, медицинскую помощь оказывают, после чего они в свою очередь оповещают инспекторат полиции. У нас есть специалист ИДН, который в свою очередь обращается сразу с ходатайством к нам, либо в прокуратуру, и мы начинаем очень тесно работать. После таких вот ситуаций, да, как вы рассказали, оказали первую помощь, дети потом возвращаются в семьи, туда же, где... Начинается работа с родителями. Так. Мы выявляем проблему, из-за чего это случилось, и начинаем работать с родителями. Если проблема, нужна работа с психологом, пока оказываем помощь психологическую. Если проблема из-за материальных, так скажем, из-за материального недостатка, то мы оказываем помощь в виде гуманитарной помощи, в виде оформления материальной помощи через исполком Гагаузии и социального пособия и так далее. Надо понять, в чем проблема. Проблемы бывают разные. У нас был такой случай, когда ребенок пришел и сказал: я хочу в интернат, потому что папа оказывал, так скажем, свое негативное влияние на ребенка. Мама была за границей, из-за проблем, материальных проблем, вынуждена мама была работать, потому что отец не мог по тем или иным причинам выехать. Он хотел в доме жену. После того, как мы поговорили с мамой, мама вернулась, и папа устроился на работу, проблема исчезла. Да? Скажите, а можно ли предотвратить вообще домашнее насилие? Вот как это сделать? Можно, конечно, да. можно, я скажу. Каким образом? Да, я скажу такие, знаете, основные. И самое главное – это признать, что оно происходит. То есть вот это домашнее насилие, понять, что оно потому есть. Что иногда психологическое насилие сложно понять, что происходит. Признать, что оно есть, по крайней мере, быть честным по отношению к себе. Это поможет трезво взглянуть на собственную жизнь и сделать правильные, разумные решения. Второе, что хочу сказать, это не миритесь с насилием. Потому что, продолжая сам факт издевательства над вами, вы позволяете, так скажем, тирану действовать тем же образом. Перестаньте там защищать и найти оправдание обидчику. Как мы уже говорили, бьет, значит любит. Это уже оправдание идет. Это неправильно, потому что мы все заслуживаем там и поддержки, и понимания, и любви. И установите вот эти четкие границы дозволенного поведения в ваших отношениях. Скажите вашему обидчику спокойно, но твердо, что вы больше не намерены терпеть эту грубость с его стороны, крики, там, удары, побои и так далее.
Скажите... Сказать легко, а поймет ли обидчик? Ну, Он-то привык. Надо сказать так, чтобы по крайней мере, понял. вот я же Это говорю... взять сковородку и вернуть обратно. Ну, если это один из методов решения, то да, но я в основном же говорю, надо искать компромисс. Спокойно нужно поговорить, но твердо, что вам не нравится в его обращении с вами. И самое последнее, вот что хочу сказать, это будьте реалистами. Потому что вы не можете сделать изменения в уме и в сердце человека, если он сам не хочет измениться. Ну да, вот это самое главное, наверное. Да, человек сам должен хотеть измениться, понять, что он причиняет вам своим поведением, своими словами боль. Он должен сам к этому прийти. А как вы считаете, вот достаточно ли у нас в обществе, в средствах массовой информации говорится об этом? Потому что, мне кажется, чем больше мы об этом говорим, то... Если честно, я думаю, очень мало. Больше как насилие у нас сейчас очень часто, и об этом нужно говорить и говорить. Мне кажется, это всегда было, просто раньше вообще об этом не говорили, а сейчас еще стали говорить в нашем обществе. Люди более стали к этому относиться попроще, я так думаю, и обращаться. Раньше они, так скажем, не боялись огласки, что подумают соседи, что скажут родные. Или вот из-за этого люди очень боятся обратиться, потому что ко мне, когда приходят в кабинет, и первое, что они спрашивают, это: а никто не будет знать, что я пришла к вам, вы никому не скажете. И вот когда человеку объясняешь, что это все остается здесь, то есть конфиденциально, даже мои коллеги, даже никто не будет знать, я это знаю только я. И все. Я могу там поверхностно что-то сказать, там, в общем. Ситуацию. Да, ситуацию. А саму проблему я не имею права это говорить. Ну, я объяснила уже ситуацию, если дети остаются без и не знают, где их родители за границей. Вот если какой-то контакт, вот запрос какой-то, чтобы вы нашли этих родителей и привлекли их сюда. Потому что ситуации бывают разные, бывают дети попадают в такие тяжелые ситуации, что нужны родители здесь. Да, если мы узнали о ребенке, смотря, конечно, откуда мы узнали, какие источники были о выявлении проблемы несовершеннолетнего, у нас есть комиссия. Согласно 140 закону от 2013 года, в каждом населенном пункте работает комиссия по защите прав детей. Также есть, согласно, так скажем, постановлению исполнительного комитета, есть такая же комиссия при Главном управлении здравоохранения и социальной защиты, которая оказывает помощь по всей Гагаузии. И мы тесно сотрудничаем с такими организациями, как СИП, как у нас есть член исполкома, который отвечает за внешние связи. Если у нас выявлена проблема, то мы обращаемся к заместителю Башкана. Заместитель Башкана, в свою очередь, обращается по адресу, да, если да, именно у нас есть Главное управление внешних связей, начальник там ВЛАГ. ВЛАГ Виталий Константинович. У нас был случай, когда был розыск, проблема была в Чадарлунском районе. Ко мне обратилась девушка о том, что они не могли найти своего брата. Я обратилась к своему непосредственному начальнику, и при помощи исполнительного комитета и начальника управления внешних связей была оказана помощь. То есть я так понимаю, что вы очень тесно сотрудничаете с правоохранительными органами. Да, очень тесно сотрудничает исполнительный комитет, новая команда, молодая команда, они заинтересованы в своей работе, и они сообща работают, управление юстиции, СИП, управление внешних связей. Мы, как управление здравоохранения и социальной защиты, сама Ирина Федоровна, все тесно поддерживаем связь и работаем во благо, так скажем, жителей Гагаузии, в том числе несовершеннолетних детей, потому что это наше будущее. Дети – это наше будущее. Есть организация «Ластрада» в Кишиневе. Она непосредственно с МОМом осуществляет такие… Это что? Это государственное учреждение, которое создано при финансовой поддержке
так скажем, иностранных инвестиций, инвесторов, да, инвесторов, и они оказывают такую помощь. У них в каждом, так скажем, в каждой стране есть специалист, с кем они тесно сотрудничают, там уже связан Интерпол и так далее. Как бы идет тесное сотрудничество, мы обращаемся в Ластраду, они в свою очередь дальше. В каких странах больше наши люди попадают в такие ситуации? В каких странах? В России, в Турции или в Европейской Российская Федерация, что касаемо, очень много в Российской Федерации именно жертв торговли мужчины, которые подвергаются рабству, работают и им не оплачивается их труд. Они не хватит того, что они работают за мизерную сумму, так еще им месяцами, даже годами не оплачивается никак, да? Их работа не оплачивается. Если это в Турции, то да, наши женщины, и в Италии наши женщины работают на дому прислугой, горничной, сиделкой за нетранспортабельным человеком, сиделкой за детьми и так далее. И не всегда оплачивается их труд, потому что они в основном идут на работу и официально не устраиваются. Проблема в том, что они нигде не они могут устроиться. На сегодняшний день есть такая программа по оформлению жителя так скажем, иностранца по видному жительству по трудоустройству. Разрешение на работу. Они тогда оформляют не туристическую визу, а визу на работу. Имеют полное право, они оплачивают часть в казну того государства, где они находятся, им оформляется полис медицинского страхования, они пользуются всеми теми льготами, что и жители той страны. Денег. Да. Это стоит каких-то денег, но это обезопасит потенциальную жертву от трафика. Но обычно, когда уезжают куда-то за границу, да, но я вам не скажу, приходит, что может вы знаете, что на сегодняшний день жители нашей страны оформляются в Турцию, в среднем возьму в Турцию или в Российскую Федерацию. При оформлении вот таких рабочих виз, это потом идет им за стаж, потому что они какой-то взнос в государство, там определенный процент оплачивают налоги, и потом это у них считается как рабочий стаж при выходе на пенсии. Понимаете? То есть человек должен сам об этом задуматься. Да. Нужна ли ему, так скажем, безопасность, либо он идет за большими деньгами, не знаю, куда он идет, либо он часть этих денег отдает государству, но он знает, что он может обратиться в медицинское учреждение, он может обратиться в полицию, он может обратиться к прохожему той страны, которая может оказать ему помощь, понимаете? Вы говорили, что есть такая ситуация даже в Камбраде. Да, в Камбраде есть такая ситуация. Буквально недавно к нам обратился парень, ему 25 лет, и он подвергся принудительный труд. Здесь у нас? Да, здесь у нас. То есть принудительный труд, плюс его держали в заперти, не кормили, вообще ничего. Он работал ровно полгода. И потом обратился тоже друг, обратился за помощью в наш центр, и мы сотрудничаем сейчас с полицией. Мы его вытащили оттуда, и мы сейчас обратились к прокурорам, и дело находится сейчас в процессе. Сотрудничаем в данный момент с полицией. То есть вам работы хватает и на месте, не обязательно искать такие ситуации за границей. Да. Когда они на месте, их решить гораздо легче, быстрее. Ну да. Нежели когда человек находится за границей. Потому что подготовка документов его репатриации занимает немного времени. Просто понимаете, сейчас материальные ценности, они преобладают над духовными. Люди уезжают за границу, чтобы красивее там и богаче жить, найти хорошую работу. И когда вернутся обратно, они строят себе там дома шикарные. И при всем этом они забывают об элементарном правиле безопасности. И поэтому они оказываются в таких ситуациях. Люди просто не знают. Вот как уже говорилось, об этом не говорится. Люди не знают, как себя вести, куда обратиться.
То есть информация, информация должна быть в первую очередь. Да. Что за брошюрка у вас? Вы поставили рядом и не рассказали нам? Да, это брошюрка «Стоп торговле людьми». Тут говорится про наш центр, общее понятие о торговле людьми, там цели эксплуатации, борьба с торговлей людьми, то есть как не стать жертвой торговли людьми. То есть информация здесь первоначально достаточно, да? Да. А что вы с ними делаете? Раздаете людям? Да, или? раздаем людям. Тоже информация полезная. И еще один вопрос я хотела спросить. У нас сейчас, по-моему, идет какая-то акция, да? Такой период, когда об этом везде говорят, по всей республике, да? Есть какие-то акции, какие еще мероприятия проводятся? У нас буквально по информированию на днях был семинар, при помощи были сотрудники с Министерства труда и социальной защиты. Они помогли нам провести семинар для мультидисциплинарных команд, которые работают именно в этом направлении: помощь жертвам насилия, помощь жертвам трафика, помощь детям, находившимся в затруднительном положении. Мы собрали представителей соцобеспечения, были представители с инспектората полиции, были медики, были органы опеки, были непосредственно неправительственные организации и общественные объединения по всей Гагаузии, были все те, с кем мы тесно сотрудничаем. Семинар был проведен с 18 по 20. Для каждого района отдельно мы провели этот семинар. Мы тесно поговорили, обменялись мнениями, искали, так скажем, единый подход к проблеме, к решению проблемы. Ну, конечно же, самая большая проблема – это детки. У нас есть хорошая возможность показать этот семинар нашим телезрителям, поэтому после того, как вы посмотрите репортаж, мы вернемся к дискуссии. С домашним насилием может столкнуться каждый. Тем не менее, его часто недооценивают, находя ему оправдание или просто отрицают. Нередко встречается насилие над детьми. Заметить его порой сложно, ведь насилие бывает не только физическим, но и психологическим. Данный вид насилия не сопровождается видимыми признаками. С целью повышения компетентности специалистов, наделенных полномочиями в сфере защиты детей, в городе Камрат был организован семинар, на котором была преподнесена важная информация о методах распознавания насилия и путях его устранения посредством сотрудничества с организациями, борющимися с данной проблемой. Сегодняшний семинар проводят специалисты с Министерства труда и социальной защиты. Сегодняшний семинар-тренинг будет проведен на территории Гагаузии с 18 по 20 число для работы в межсекторальных сотрудничествах территориальных органов власти, районных органов власти, социальных ассистентов, инспектората полиции, общественных объединений, неправительственных организаций и так далее. Задача сегодняшнего семинара – это повышение компетентности специалистов, наделенных полномочиями в сфере защиты детей. И данный семинар имеет название сегодня «Механизмы межсекториального сотрудничества в области защиты детей». И на наш семинар были приглашены специалисты из сферы образования, сферы медицины, из сферы полиции, социальные ассистенты и даже из госадминистрации. Мы тесно сотрудничаем с такими организациями, как Институт демократии, это МПРУ Пентрувяца, это Центр дающий надежды Чедерлунга, это Конкордия. В зависимости от того, какая проблема, какое было совершено насилие, пострадавшему, так скажем, бенефициару сколько лет. Мы очень тесно сотрудничаем с органами социальной защиты, что касается по домашнему насилию, так и по трафику людей. В случае необходимости органы социальной защиты предоставляют все необходимые документы быстро, оперативно, что способствует плодотворной работе между нами для предотвращения пресечения трафика людей и домашнего насилия.
Чем скорее выявляется случай о насилии над ребенком или над детьми, тем быстрее специалисты, которые имеют уполномочия защитить их права, могут предупредить и защитить, и как-то улучшить ситуацию ребенка. Семинары это очень полезные. Благодарим Кристину и Теодору, которые приехали и собрали нас, так как мы это самое узнали еще больше, как работать нам с многопрофильной группой и решать проблемы, случаи, которые вот дети остаются, попадают в критической ситуации. Дети, которые вот самые имеется насилие над ребенком. В целом в стране предполагается оказание помощи центральным и местным органам власти по обеспечению 100 тысяч детей, которым грозит разлучение с семьей или лишенным родительской заботы, возможности остаться в расширенной семье, либо обрести постоянную защиту в альтернативной обстановке. Благодаря местным учреждениям, местным организациям мы совместно проводим немало работы. Если есть какая-то проблема у нас в селе, то, естественно, каждое учреждение, будь оно медицинское, будь оно дошкольное или же школьное учреждение, всегда мы совместно стараемся решить эти проблемы. В каждом населенном пункте есть социальный ассистент. В каждом населенном пункте есть участковые. В каждом населенном пункте есть медсестры, семейные врачи, есть примары. Так как, согласно 140 закона, примар является опекуном того или иного населенного пункта, и каждый человек, поверьте мне, если вы позвоните, телефонные звонки будут анонимны, ваше обращение будет анонимно. Любой человек, проходящий мимо, сосед, брат, сват, имеет право заявить о том, что он увидел, либо услышал, либо был свидетелем того или иного насилия. А дальше мы уже будем принимать меры, исходя из той проблемы, какая есть. Наш центр расположен в городе Камрате по улице Спортивной, 8А, на 2-м этаже. Все нуждающиеся могут обратиться в наш центр по номеру телефона 0298 266 99. Мы окажем им бесплатную, опять же повторяюсь, юридическую и психологическую помощь, что касается торговли людьми и домашнего насилия. Проект «Крепкая семья для каждого ребенка» реализует в период до 12 июня 2017 года общественная организация «Партнерство для каждого ребенка». Финансирование проекта осуществляет Агентство США по международному развитию УСАИД. Реализация проекта предполагает достижение ряда важных результатов. Что вы можете посоветовать вот таким людям, детям, женщинам, мужчинам, которые оказались в такой ситуации? Не молчать. Во-первых, надо перешагнуть через то, что бьет, значит, любит, менталитет. Не надо бояться сказать и искать помощь, как говорится. Скажите, и вы будете услышаны. О том, что, пожалуйста, он меня бьет, но не трогайте его, и вот эти защитные предписания. Есть на сегодняшний день очень много, так скажем, рычагов влияния на насильника, если жертва об этом скажет. И я очень рада, что инспектора полиции ходят в учебные заведения и говорят, проводят лекции с детьми, что вот и учителя проводят лекции, беседы с детьми, на что у детей есть, у нашего поколения есть право, на что вы имеете право. Я очень рада, что и в учебных заведениях, как и в университете, то же самое об этом говорят. То есть сейчас стали больше право, да, каждый житель нашей страны. Есть Конституция, самая элементарная Конституция Республики Молдова. На что мы имеем право? Может каждый обратиться, если у каждого человека на сегодняшний день хоть кто-то есть, кому они доверят. Пускай это будет подружка, которая может сказать о ее проблеме. Может, это ребенок, который может сказать о проблеме матери. Может, это семейный врач, медсестра. Есть у нас центр содружественной молодежи, поликлиника, 3-й этаж.
Могут обратиться, наши молодые люди обращаются к Светлане Петровне, в свою очередь Светлана Петровна оказывает помощь. У нас есть Барган Федор Дмитриевич, который тоже может проконсультировать, он также является членом комиссии по защите прав детей. Нужно говорить о своей проблеме, и тогда мы поможем. То есть поддержку можно найти, главное не молчать. Главное не молчать, да. Спасибо. Ваши советы? Ну, у меня, знаете, вот сейчас вспомнила, обратилась ко мне сестра жертвы за помощью, и она говорила, что она не придет ни в коем случае, она боится. Я поговорила, провела консультацию сперва с сестрой, и потом попросила дать телефон, и я просто с ней, не как психолог, а просто поговорила, как человек. И потом назначила консультацию, она ко мне пришла, мы поговорили, я провела одну консультацию, вторую и третью. И на третьем консультации вот человек, на второй открылся, человек открывается, она приходит в себя, у нее все хорошо, мы даже на днях встретились, она вышла замуж, у нее все хорошо, она подверглась домашнему насилию со стороны мужа первого. И мы когда провели консультации, вот когда сейчас встречаемся, она вот само слово, вот эту благодарность, когда слышишь от человека, что понимаешь, что ты не зря работаешь, что вот этот центр наш, что оно не зря, действительно помогает людям и оказывает вот и как психологическую, так и юридическую помощь. То есть для того, чтобы человек открылся, очень важно доверительные отношения, да? Надо же довериться, наверное, чтобы рассказать. Сначала она боялась, сама сестра обратилась, но потом, вот когда я с ней уже провела консультацию, она открылась, она поверила мне, что я могу оказать ей эту помощь. И у нее все хорошо. Ну что ж, хорошо, подведем тогда итог нашей беседы. Спасибо вам огромное за участие в нашей передаче. Вы смотрели передачу «Дискуссия», где мы говорили о противодействии торговле людьми и насилию. Программу провела Елизавета Ротарь. Берегите себя и никогда не попадайте в подобные ситуации. До встречи в эфире. А вам огромное спасибо, что нашли время и приняли участие в нашей передаче.